свободное общение, и потом будем также поднимать эти вопросы уже в беседе «Вопрос-ответ». Посвящена Великой Булгарии. Хотелось бы сказать, что археология, которая была проведена уже в советское время, дает очень много нам источников, таких артефактов, по которым мы можем судить по вот этому государству. Ну и, конечно, мы сейчас с вами посмотрим, как же образовалось вот это государство. Получилось так, что в IV веке пришли орды гуннов, которые как раз на ряде осваиваемых территорий оставляли свои группы племен, которые не шли дальше на завоевание Западной Европы. И вот как раз одно из таких тюркских племен и осело в конце IV, начале V века в дельте реки Кубань. Эту территорию можно было ограничить как раз рекой Доном. Полностью вся дельта Кубани и далее примерно на 200 километров и до сегодняшнего города Анапы. Хотел сказать, что город Анапа в то время существовал, и столицей вот этого как раз объединения стал город Фанагория, который когда-то основали античные греки. Вторым по значимости городом был Тамаратха. Сегодня это станица Тамань. В общем, как бы вы можете понять, где как раз и расселились у нас вот эти потомки гунских племен. Хотел сказать сразу, что если мы посмотрим на сегодня, что производит у нас в Краснодарском крае, и что у нас производили в конце IV на V века, опять вот в этом же регионе, где находится у нас сегодня Темрюкский район в основном и немного как раз город-курорт Анапа. Преобладало у нас там именно виноградарство. И сегодня, если мы с вами проедем по Краснодарскому краю, именно по Темрюкскому району, кругом у нас виноградники. Далее, значит, очень хорошо добывали различную рыбу. Рыбу добывали как в реке Кубань, она была очень полноводная, примерно в 3 раза шире, чем сегодня. И в Азовском и Черном море также промышляли рыбу. Рыбу и засаливали, и делали из нее балыки, и также, значит, добывали ценные породы, которые как раз в Азовском и Черном море водились. Получается, у нас уже 2 уклада: виноградарство и рыбная ловля. Также было очень большое количество семей, которые непосредственно занимались скотоводством. Это именно главное, что у всех именно кочевых племен, это лошади. И также очень много было баранов, также и выращивали верблюдов. Мы как бы видим, что практически уклад жизни был и оседлый, потому что если выращивают виноград или добывают рыбу в прибрежных районах, то, конечно, должно быть поселение. И также в связи с тем, что было скотоводство, надо было перемещаться на определенное расстояние, чтобы постоянно скот мог есть свежую полынь, то вот этот уклад также был. Но что самое интересное, значит, с апреля по декабрь вот эти скотоводы, они ходили по новым пастбищам, но уже в декабре месяце все возвращались в городки, которые в огромном количестве располагались именно в этом регионе. Были, значит, восстановлены многие города, которые когда-то основали античные греки, и строили новые города. Города были рассчитаны на одну большую семью, примерно от 50 до 100 человек. Дома, значит, были сделаны или из местного ракушечника, сегодня он также у нас применяется. Также использовали, особенно там, где у нас протекает река Кубань, местный камыш и глину. Получались у нас турлушки. Они чем хороши, в них зимой тепло, а летом прохладно. Вот эти как раз дома глинобитно-камышовые были в огромном количестве построены.
и обкладывали их вот этим как раз ракушечником. И что самое интересное, вот именно в этот период сейсмичность была очень сильная на Кубани. И что самое интересное, ни одно из вот этих строений, оно не было разрушено, потому что такие дома, они не подвержены разрушению, потому что нет вот этих твердых складок. Даже вот эти кирпичи, которые были сделаны из ракушечника, они просто ставились один на другой, и поэтому под тяжестью они как раз и вставали. А никакого цемента определенного между ними не было. И поэтому города эти и были сохранены, в отличие от античных городов, которые имели твердую основу вот на этих как раз мощных колоннах, также мощный козырек. И поэтому вот получилось так, что вот эти вот все античные мощные здания, они, к сожалению, вот этот период сейсмической активности там разрушались. Вот мы как бы посмотрели с вами, как они жили. Все вот эти городки были окружены мощным рвом и валом. Это было связано с тем, что все понимали, что могут прийти определенные враги, и поэтому лучше иметь уже изначально защитное сооружение. Теперь мы посмотрим на оружие, вот именно, которое там уже использовалось. Это мы с вами переходим уже в VI век. И вот здесь хотелось бы обратить внимание на качество оружия. Нам повезло, археология показала, что применялись сабли уже в VI-VII веке. Были очень хорошие луки со стрелами, были также копья и, значит, именно доспехи в основном были кожаные, но это связано с климатом, потому что металлические доспехи, что зимой, что летом, конечно, вот в этих климатических условиях носить проблематично. Вот, а достаточно было крупного рогатого скота, из которого как раз и делали вот эти доспехи, но их обшивали уже с наружной стороны металлическими пластинами. И поэтому носить было очень легко, кожа вот эта дышала, а для того, чтобы не пробила стрела, вот эти как раз металлические пластины, они обороняли. А вот то, что мы видим у других народов, непосредственно очень много металла, как, допустим, в Европе, там же мы видим один металл. А у вот именно тех народов, которые проживали на Кубани, этого ничего не было. И, конечно, они были выдающиеся воины и могли оказывать определенное сопротивление тем, кто хотел к ним прийти. Значит, что они у нас употребляли в пищу? Это, конечно, в огромном количестве рыба, баранина и, конечно, виноградные изделия, которые там они делали. Если мы посмотрим на глиняную посуду, глиняная посуда вся делалась на местах, вот, но очень большое было влияние Византии. Очень много сосудов именно по форме напоминают византийскую. А в самих вот этих маленьких городках все улицы были вымощены битой керамической посудой и, значит, костями тех домашних животных, которых уже не стало. Получалось всегда хорошее уплотненное, и никакого песка, что всегда является вот именно проблемой в этих приморских городах, не было. И мы видим как бы уклад этих людей, что он очень был высокий. Серебряные изделия применялись в качестве украшений. В основном ходили деньги Византии, но в основном применялся именно товарообмен. Гончар менял там на определенную продукцию свое изделие, и вот это как раз миновая торговля была наиболее распространенная. Все носили стеклянные бусы, и вот эти стеклянные бусы также были определенным денежным эквивалентом. Здесь мы с вами видим, что товарно-денежные отношения практически были хорошо развиты еще потому, что это место сосредоточения международных торговых путей. Потому что проходит, ну, тогда он назывался Боспор Киммерийский, сегодня это называется Керченский пролив. А здесь же как раз Азовское море, здесь Черное. Практически это мировой торговый путь, и вот здесь как раз и располагалось вот это государство.
Значит, первоначально, конечно, им приходилось как бы поддерживаться той политики, которую проводил аварский каганат, а потом был создан восточно-тюркский каганат, и вот как раз в восточно-тюркском каганате и впервые проявили себя именно булгары как независимые, и уже когда Кубрат в 632 году стал главой вот этой территории, в 635 году он получил от византийского императора титул патриция. И вот именно с 635 года можно сказать, что вот Волжская Булгария как государство и состоялось. Оно не платило никому никаких налогов, оно выдержало войну с аварами, которая как раз допустила ошибку. Аварский каганат решил воевать с Византией, но Византия это мощнейшее государство в то время. И также приход персов на территорию аварского каганата привел к тому, что аварский каганат исчез с лица земли, а вот Волжская Булгария себя объявила как независимое государство, и вот здесь началось его дальнейшее развитие. Мы смотрим, куда же стали развиваться вот именно племена, которые там осели. Первое место, куда они пошли, это территория, где сегодня находится город Махачкала. И вот именно там у нас прошла сильная миграция, и после того, как там были проведены определенные, скажем так, договоренности, большая колония именно из Великой Булгарии осела вот на этом районе. Также на территории реки Терек и на территории реки Кура они разместились. С чем это было связано? Они привыкли, когда жили на реке Кубани, что река разливается и очень много можно собирать урожая. Такая система у нас всегда была и Тигр, и Ефрат, и Нил. Вот, и поэтому они также основное расселение делали именно в тех местах, где дельта находится и где большие разливы рек. Практически свой уклад они принесли и в район современного Дагестана. Следующая миграция уже, у них они пересекают реку Танадон и размещаются в Северном Приазовье. Значит, там также идет освоение русла реки Дон, и как раз идет уже оттуда проникновение уже полностью на территорию Крымского полуострова. Сама Таматаха и Фанагория, тут рядом как раз с Таманского залива можно перебраться в Крым. И вот территория, где у нас находится Пантикопей, сегодня это город Керчь, она как раз и была освоена Великой Булгарией. Вот получается, весь Керченский полуостров входил в состав Волжской Булгарии. Когда же они освоили у нас уже Северное Приазовье, они также уже через перешеек вошли на территорию Крыма, и весь Крым также вошел в состав Волжской Булгарии. Вот. И все это происходит в очень короткое время, во времена именно Кубрата. Далее, значит, они поднимаются по Днепру и практически на 250 километров поднимаются к северу. Но случилась неприятная такая ситуация. К сожалению, в 642 году Кубрата не стало. И у него осталось 5 сыновей, 3 из которых как раз и получили определенные территории. И вот как раз один из его сыновей и решил отстаивать свою независимость и родину. Вот, и, к сожалению, второй его брат на помощь ему не пришел. И, конечно, вот натиски противников, а в это время как раз желающих на территорию Волжской, вот именно Великой Булгарии было предостаточно, привело к тому, что, значит, третий брат решил уйти уже со своими соплеменниками на территорию, где находится у нас Дунай и южнее. Таким образом была образована у нас Булгария на территории Балканского полуострова. Вот, ну и получилось... Болгария, да? Болгария, сегодняшняя Болгария, да. Вот, значит, там произошла тоже, значит, такая, я бы сказал, нормальная ассимиляция с теми народами,
славянскими, которые проживали на территории Балкан, и как раз была образована вот это мощное государство Болгария. И, конечно, вот еще один был исход у нас на то место, где Кама впадает в реку Волгу, и это у нас как раз была образована Волжская Булгария. Теперь хотелось бы сказать, почему вот это создалась такая неприятная ситуация. Это было связано с тем, что пошло расслоение общества. И тут как раз самое интересное, делить стали на два интересных типа. Черные булгары и белые булгары. Значит, черные булгары, чем они выделялись? Они очень много, значит, работали на полях, и у них был постоянный загар. Это как бы низшая категория людей. А те же, кто белые булгары, вот, у них жены были из Византии, из других регионов, они в жаркую погоду находились в своих домах, у них совсем даже уже структура тела была другая, такие они были изящные, женщины с тоненькими пальчиками, белые личики, красивые женщины, потому что Генофонд, конечно, они подбирали очень успешно, брали самых красивых женщин из разных регионов мира, потому что торговые пути никто не отменял. А вот черные булгары как раз у нас и те, кто находился в качестве именно скотоводов или полевых работников. И вот именно это привело к тому, что единства у Великой Булгарии среди населения не было. Вот это одна из причин, которая привела к тому, что получилась слабость государства. Далее, в это время как раз стал усиляться хазарский каганат, хазары, которые у нас находились на территории Нижнего Итиля, и им, конечно, было очень выгодно включить вот эти обширные земли Великой Булгарии в свой состав. Хотел сказать, что очень много выдающихся деятелей Хазарии, именно и военных, и политических, но не руководители государства, были именно из Великой Булгарии. В хазарском каганате было принято, что только один может быть род во главе хазарского каганата. Поэтому вот здесь, когда пошли вопросы, а какую же принять религию, ислам, значит, иудаизм или христианство, тоже получилось так, что единое государство, оно раскололось. А если мы посмотрим на археологию, которая была проведена на территории и Германасы, это Таматархи, и Афанагории, то мы найдем очень много амулетов, на которых находится знак огнепоклонников. Это свастика. И как раз главным знаком этого государства у нас как раз и был вот этот знак, значит, и это знак язычества. Получалось так, что как бы было единение всего народа, что верха, которые стали образовываться во время того, что у кого-то стало больше скота или больше ловли, и те, кто просто уже стал работать на них, вот, но и единая была религия, и как-то они договаривались. Когда началось именно изменение у определенных верхов, кто-то стал брать иудаизм, кто-то стал брать ислам, кто-то христианство, нет единой религии в государстве. Вот если была бы одна государственная религия, как у нас потом в Волжской Булгарии, ислам, все, никаких противоречий. Единая религия, единая идеология, единая культура, единый язык. Здесь же мы видим, что у каждого вот этого направления идет раскол, сепаратизм. Поэтому это к чему приводит? Когда у нас нет единения в социальном, а у нас мы видим разделение в обществе, когда пошло разделение на религию, мы опять видим, это, конечно, приводит к тому, что государство не единое. Значит, теперь мы посмотрим, какой же там был вот до принятия этих всех как бы религий, какая там была письменность. Там использовали руны. И вот эти руны, они очень хорошо читаются. На Руси их называли клинопись. И вот как они читаются? Нарисовано солнышко, потом лодочка, потом знак, и можно спокойно любому ребенку прочитать, о чем же эти руны пишут. Значит, язык был тоже единый,
он как раз потом стал про-татарским языком. Получается, как бы закладка татарского народа вся происходила у нас именно в Великой Булгарии. Что язык, что письменность, все оттуда. И уклад жизни тоже практически шел оттуда. Потому что то, что потом у нас было уже на Средней Волге, и одежда, и обычаи, и оружие, все именно имело основу именно на территории, где у нас находилось вот первое вот это государство на реке Кубань. Вот мы с вами видим, практически это и есть прародина. А когда уже на этой территории было Крымское ханство, и как раз они были также втаманы, так уже назывался этот населенный пункт, они делали, когда свои сооружения, они находили очень много захоронений, которые как раз были также приняты в определенных слоях именно крымско-татарского народа. Как делали захоронения именно в Великой Булгарии? Они делали, значит, подкоп снизу. Вот, и получалось вот в этой как бы нише и было погребение. И ставили сосуды, значит, с едой и питьем для вот этого погребенного. А крымские татары, говорят, ну мы также хоронили и также заворачивали в ковры. Получается, когда пришли туда крымские татары в 15-16 веках, они обнаружили в Тамане то же самое, культуру погребения, которая была здесь еще в 7-5 веках. А прошло 10 веков, то же самое. Вот они смотрят вот эти вот руны, они говорят, у нас же также было принято. И вот эти вот надгробные камни, которые потом также стали применять у нас крымские татары в качестве именно погребальных, они также находят на территории и Фанагории, и вот этого Таматархи, бывшей Германасы. Получается, пришел опять татарский народ на эту территорию, и он находит элементы татарской жизни, которые здесь были 10 веков до них. Вот это как раз и есть доказательная база, что на самом деле никуда татарский народ практически не уходил, просто на эту территорию потом зашли другие народы. Но вот именно прародина татарского народа, это у нас как раз дельта реки Кубани, и потом уже мы видим весь Крым, территория Дагестана, Дунай и, конечно, территория, где у нас потом была сделана Волжская Булгария. Так что вот такая была интересная история. К сожалению, Аспарух, это вот как раз старший сын брата, он не смог оказать достойного сопротивления, потому что он остался один. И хазарский каганат, к сожалению, поглотил Волжскую, эту как раз Великую Булгарию, вот, и обложил их данью, ну и потом они обложили и возникшие в последующем государство и Волжская Булгария. А те, кто как раз у нас сувары ушли на Среднюю Волгу, вот, они именно также вышли с территории Кубани. Так что получается, прародина сувар, это как раз у нас один из татарских этносов, мы также знаем, где он у нас находился именно с 1375 по 670 годы, как бы анклав этого народа Ясень. Ну а сами игуны у нас пришли с территории Алтая, как бы мы можем знать про родину татарского народа, потому что потом, когда мы смотрим боевые действия Темуджина, он как раз воевал с самым сильным племенем, которое жило южнее Алтая, и как раз вот получается, те, с кем столкнулся Темуджин, вот они как раз у нас с гунами откочевали на европейскую часть. Как бы история татарского народа у нас мы можем посмотреть в любой точке Европы и Азии. Как бы можем проследить, как шло перемещение татарского народа. Ну и само слово татар также попадается в византийских именно источниках, когда именно была Великая Булгария. Неспроста как бы уже этот этноним у нас попадает, потому что много было названий у тех племен, которые у нас
именно проживали на территории Кубани, но среди них есть и вот это как раз также приятное для татарского народа этноним, который показывает, что татарский народ имел отношение к этой территории. Вот коротко так о Великой Булгарии. К сожалению, она просуществовала очень мало, но оставила глубочайший след в истории человечества. Какие есть вопросы? Вот, по поводу этнонима татар, но вот есть, допустим, сведения Архон-Енисейские памятники там, да, вот это 600-е, по-моему. Это 600-е годы, это есть, да? Да, вот там перевод рун. Вот из татар, из татар, там 39 татар, племен, там объединение не пошло. И вот ссылка на книгу Паркера, значит, синолога, да, который говорит, что в китайских исторических источниках упоминается 2009 год до нашей эры. К сожалению, о татарах, которые проживали у нас именно вот на территории Алтая и южнее, никаких источников нет. Да, потому что это на самом деле прародина татарского народа. Вот, нам вот чем повезло, мы можем говорить о Великой Булгарии из-за того, что очень хорошая археология. И она нам дает возможность проследить, как развивался здесь народ. И потом в IX веке очень много идет упоминаний Византии и в арабском халифате опять именно Великой Булгарии. Они тогда как раз очень много стали поднимать источников, которые были в хазарском каганате, и там как раз находились руны, которые составляли именно чиновники хазарского каганата, а они как раз у нас все были потомками именно из Великой Булгарии. И вот именно в IX веке и Византия, и арабский халифат очень много пишет о вот этой истории 7-8 века именно Великой Булгарии. Вот у нас как бы есть на что окунуться. А та же территория, к сожалению, в Пекине мы ничего не найдем. Ну там да, только по вот этим косвенным записям там не сохранилось. Но вот какие-то археологические вот сейчас работы ведутся? Вот, в Алтае, да, сейчас находят очень много артефактов, но, к сожалению, на них сразу ставят ДСП. Все, что находится на Алтае, почему-то считают ненужным публиковать. Это уже возникает вопрос. Ну, понятно, да. Так, и вот тогда уже такие бытовые вопросы. Вот вы говорите, дома там из ракушечника строили, камыша и прочее. Высота домов какая была? 2 этажа. Они, значит, вот что самое интересное, когда вот раскапывали как раз Тамань, это уже в 1950-е годы, там очень много как раз находили вот этих домов. 2 этажа практически все были дома. Значит, сам вот этот культурный слой, там 16 метров находится, где Германаса. Сейчас очень активно копают Фанагорию. Сейчас самое раскапываемое место — это Фанагория. Там даже построен уже целый музейный комплекс. Вот, и они оттуда уже не уезжают. Они и зимой копают там, и делают морские экспедиции. В общем, ну, финансирование государственное очень высокое. И, к сожалению, там они в основном показывают у нас античность. Вот есть античность, и потом тишина. Вот. Ну, как бы, и начинаются с Суворова, когда Суворов построил Фанагорийскую крепость, правда, он ее построил в Тамане самой. Как въезжаешь в Тамань, вот справа стоит там Фанагорийская крепость. И в основе как раз вот этой крепости он взял античные вот эти вот поваленные высокие вот эти вот, ну, как бы столбы, и потом надгробные камни. И вот, к сожалению, вот эту Фанагорийскую крепость мы не можем, значит, поднять, потому что вот именно там очень много вот артефактов по именно Великой Булгарии. Все, что было каменное, именно чтобы подвижка грунта не было, Суворов вложил вот эту Фанагорийскую крепость. То есть он сверху на да. Есть немножко там у них вот озерца есть высохшие, а там вот есть немного как раз памятников.
Вот, но получилось так, что сейчас сама современная Тамань именно находится на том месте, где была вот именно Великая Булгария строение. Вот они даже центральную площадь, они ее покрыли асфальтом, там рынок поставили, и вот именно это место, но это была определенная позиция, там было татарское кладбище, но крымских татар. Вот. И они вот решили как вот уничтожить память о крымском татарском народе, вот на этом месте поставили рынки, асфальт и прочее. Там у них стоит на этом же месте как раз. Но вот те, кто копает гаражи, ближе как раз уже к самому Таманскому заливу, они там находят очень много предметов именно Великой Булгарии. Там что, монеты? Значит, монеты византийские, очень много серебряных украшений, они именно делали все украшения из серебра. Золота практически нет и огромное количество бус. Бусы тоже разных цветов. У меня все это есть, я просто сегодня был в другом еще месте, но вот на следующую нашу встречу я привезу как раз вам эти вот бусы, покажу, стеклянные, и покажу как раз вот этот вот знак, который был в Великой Булгарии, ну вот это как раз огнепоклонник, он у меня сделан как раз в 2 амулетах, которые как раз там и... А вот эти бусы, они сами делали или Да. Бусы делали из местного вот этого морского песка. Это, значит, просто плавили песок и добавляли различные туда компоненты, они белого, бесцветного, зеленоватого, красного и черноватого цветов. Ну, чтобы плавить, я так думаю, у них уже горно были такие. Значит, металлургия была у них очень высокого класса. Я вам рассказал, как у них было оружие. У них вот сабли, которые находят именно от Великой Булгарии, у них сохранность очень высокая. Прошло практически 15 веков. Если мы найдем с вами саблю, допустим, 18-19 века, она у нас будет в таком же состоянии, как и сабли, которые 15 веков. Вот поэтому все вот эти вот предметы, да, вот, они очень хорошо занимались именно металлургией, это один из их как раз таких основных направлений, потому что надо было чем-то торговать, кроме винограда. Там все виноградом занимались, поэтому вот они поставили на ремесло, и вот именно кузнечное производство у них было очень высокого уровня. Еще вот вы упомянули там, что они употребляли в пищу, вот конину не назвали? Конина у них была естественным как раз, ну как бы, но баранина была на первом месте и рыба, потом конина. Понятно. Хотя сейчас вот конина считается, она более с точки зрения... Ну, конина у них, она была для функции чего? Пахать и поля, и совершать пахоту, поэтому конина, да, в основном была, а барана именно для потребления в пищу. Вот. И вот еще по антропологии, вот те, кто в Дагестан ушли, вот на Курут-Терек, они же, вот, допустим, от татар, в таком вот, в моем понимании, там отличается как-то, это были, или это было одно племя, потом они со временем как-то... Ассимиляция была очень сильная, это связано с тем, что вот именно вот это место, они жили недалеко от Дербента, это самое проходное место, кого там только не было. Ну да, вдоль Каспия. Да, вот именно место Дербента и Махачкалы, вот это как раз там, где вот они осели. Ассимиляция была постоянная, поэтому, конечно, то, что они себя антропологически представляли во времена Великой Булгарии, конечно, все исчезло. Да, там... Нам повезло то, что ушли к Каме, вот кто ушел к Каме, они сохранили как раз этногенез. Ясно. Но уже там эти, как бы, вот кто из этих братьев, я сейчас там где-то в истории читал, вот, Аспарух. А? Ну, Ашпар как раз он и оказывал сопротивление. Да. Алмышхан, да? Да. Ясно. Понимаете, когда нет единства среди братьев, то, конечно, тяжело. Пока был один правитель, он держал ситуацию под контролем. Как только 5 детей, 3 правителей, конечно, у каждого своя политика. Вот. Но говорю, они спаслись тем, что ушли на самом деле вот на Дунай и на Среднюю Волгу. Поэтому и был сохранен этот народ. И еще вот такой, значит, вот те тюркские племена, которые пришли сюда на Кубань, это вот
как бы на развалинах тюркского каганата, вот, который... А нет, он потом возник. А потом возник каганат вот именно на тех народах, которые пришли вместе с Буддой. Самый последний каганат это был хазарский, который также был уничтожен потом уже. Не, вот меня интересует. Первый Печенеги очень много нанесли вреда. Вот все вот эти вот города, которые построили у нас именно в Великой Булгарии, вот они были уничтожены печенегами. Даже та же Фанагория, это была столица Великой Булгарии, она печенегами была сожжена. Ну, печенеги это тоже одно из... Ну, это племя, которое пришло уже в 9 веке. До этого оно здесь не обитало, но пришло у нас именно с пределов Центральной Азии. А за ними уже пришли кыпчаки, и печенегов также не стало на этой территории. Вот про Сувар, это в принципе вот сейчас современные чуваши, да, Ну вот и это татары Сувары, также, да. да, это единый народ, который создал и чувашей, и татар. Но вышли они именно с Кубани. Вот вы Айдер, там историк, филолог вообще по образованию, из Крыма он родом, хотя он, вернее, у него корни-то из Крыма, он родился в Ташкенте, их после сослали. Вот он вот по этнониму Сувары это вот Ар, это человек, Ар, Су это вода, вот опять с тюркского. Но они всегда же жили на воде. На воде жили, да. И так же, как вот он по Тауры, Тау, значит, на горах Тауиры, это люди, которые жили на... А кемерийцы, вот он этноним приводил там, Кейме, это вот по-тюркски лодка, это тоже, которые у воды жили там и осуществляли... Вы же видите, они уклад своей жизни нигде не поменяли. Также рыбная ловля, также улики, вот, и также осталось и кочевое у них и земледелие, и рыболовство. Все один к одному, как было на Кубани, на Тереке, на Дону, на Днепре, на Дунае и на Волге. То есть вот с водой они активно, и водное хозяйство, да. вот это рыболовство, и перевозка, транспортировка там, грузов. И всегда вы заметите такую деталь, где вот располагались у нас вот, ну, и сами великие булгары, и потом их уже потомки, всегда это место великих торговых путей. Любое место мы берем, вот, торговля, потому что понятно. они были привязаны также к торговле. Их изделия были востребованы. Вот. Не каждый народ будет жить вот в таких идеальных международных условиях, скажем так. Потому что в то время самое сильное это именно был Керченский пролив, там кого только не было. Вся Европа там ходила. То есть это чисто вот такой практичный подход. Да, правильный подход, да. Они бы, допустим, могли быть куда-нибудь там в Верховье Каменные, и мы бы о них бы не знали. Но они остановились там, где именно удобно было торговать. Где жизнь кипит. Да, также они ушли на Дунай, но они могли бы уйти дальше, мы бы их тоже потеряли. А они осели там, где рыбная ловля море, и там, где хорошие дельта, и там, где опять эти же разливы. Да. Хорошие земледельцы они, хорошие рыбаки и хорошие ремесленники. Ну, ясно. Это... С вашего позволения, я бы хотела нашим читателям предложить две книги, да, наших замечательных писателей татарских. Вот первая книга «Исторические романы», да, автор Нурик Мухтар. Он написал книгу «Итель Суахатарор». Это как раз здесь описывается исторический период, начиная с 918 года и заканчивая принятием ислама. Так что вот очень интересная книга. Берите и читайте. Итель Суахатарор. Есть и русский перевод. Надо будет поискать. Я пока вот татарский вариант вам показываю. Да? Лучше читать в оригинале, конечно, на родном языке. Да. Вот. Всю жизнь был в архивах и написал вот такую замечательную книгу. Это история Волжской Булгарии. Вы можете это, забирать книгу и читать. Оформляем формуляр. Так, и второй писатель, Мусавет Хабибуллин, тоже писатель, который пишет исторические романы. И вот как раз этот роман называется «Кубрат-хан». Да, который... О каком мы сегодня с вами говорили. Да, вот здесь описывается уже история Великой Булгарии.
очень интересные книги, замечательные писатели. Вот, берите, пожалуйста, и знакомьтесь дополнительно к тому, что он нам рассказывает Александр Александрович на своих лекциях. Ну, это уже такой художественный вариант, да? Да, у нас еще есть современник, тоже пишет исторические романы, Вахид Имамов. Я могу просто вам показать, если быстренько найду его роман. Вот, называется Саид Батар. Вот такой роман, тоже исторический. Очень много, поэтому не только слушайте лекции, и чтобы восприятие истории будет ярче, если вы Конечно. будете художественным произведение читать. Вот приятно, что сейчас стали сдавать книги по истории татарского народа. Вы сами помните, что Ну, ничего немножко этого не меняется было. отношение Да, и да. психология. Уже меняется, приятно, да. что какое-то отношение стало нужным в русле, а не как раньше от запрета. Я думаю, что от этого выиграл бы и русский народ, потому что От этого выиграли все да, государства, да, все потому что государства. два народа, которые образовали Россию. Да. Основу заложили татары Да. государства, поэтому выиграли бы все от того, чтобы эту историю поднять и распространить на всех. Вот, они такой Спасибо. Я Вам вам спасибо. скажу, что вот у нас следующая уже лекция будет посвящена Улусу Джучи, Золотой Орде. Но там у нас будет, вчера я вам отвечу, вот там у нас будет, сколько мы успеем сказать, потому что история обширная. Да. Так что я вас слушаю. Вот это первый вопрос. Вы сказали об этой встрече, иншалла, Лариса, она когда будет? Ну, январь, февраль? А сейчас мы с Розалией Да, определимся. я думаю, да. что в январе где-то. В январе мы да, обязательно да, встретимся. Мы будем середине встречаться или, каждый может быть, месяц. Вот, поэтому лучше не прекращать нам. И у нас раньше так и было. Вот, но, к сожалению, пандемия она внесла вот свои тема коррективы. будет Золотая Орда. Да, Золотая Орда у нас следующая тема, а потом Розалия вам скажет, какого числа у нас будет на этой встрече. Спасибо, что пришли. Так что Вам большое до спасибо. Спасибо. Да. Приятно, что вы